У эфире программа «Объективно», у якой мы фокусируем объектив нашей телекамеры на актуальной проблеме, что находится на контроле уладу, спробуем объективно у ёй разобраться. С понеделька знову в школу. Летние каникулы прилетели незауважно, и вось детвора збирае ранцы и настроивается сесть за парты. Як падрыхтаваліся школы Віцебшчыны да вучэбнага працэсу, як у вобласці рэалізуецца праект школы будучага, і якім ён будзе навучальны год 2019-2020. Паспрабуем разобраться объективно. Навучальны год для 112 800 школьнікаў Віцебскай вобласці пачнецца ўжо ў бліжэйшы панядзелак. З іх амаль 12 000 сядуць за парты ўпершыню ў сваім жыцці, а павядуць іх па краіне ведаў настаўнікі. Менавіта ад іх залежыць, наколькі цікавым і плённым будзе гэты шлях. Область обеспечена кадрами, все предметы будут преподаваться в полном объеме. Конечно, определенные моменты этой жизни сегодня могут у нас возникать. Вместе с тем 545 молодых педагогов в этом году по распределению приступит к работе в учреждениях образования Витебской области. И я думаю, что полностью все кадровые вопросы у нас будут закрыты. Ну и в целом у нас кадровый потенциал считается одним из самых лучших в стране. Об этом говорят и результаты по многим позициям. И о том, что у нас был учитель года страны. Поэтому я думаю, что все наши педагоги достойно себя проявят в новом учебном году. На Віцебшчыне сёлета прымуць вучняў 344 школы. Мы провели достаточно серьезную оптимизацию в 2017 году. Болезненный процесс, в целом болезненный процесс для Витебской области, для населения нашей области. К сожалению, демографическая ситуация в сельской местности у нас такова, что приходится сегодня принимать вот такие решения. Вместе с тем, в 2017 году основные вот эти вопросы у нас были решены, поэтому в этом году у нас реорганизовывается только 4 учреждения, то есть на 4 школы у нас станет меньше. И, естественно, все это позволило нам выйти на немножко другой уровень темпов развития материально-технической базы, потому что если в целом оценивать, конечно, у нас очень много сегодня еще нерешенных вопросов, но вместе с тем мы выстроили стратегию так, чтобы поэтапно идти по решению вопросов. И уже вот в этом году мы решили вопрос с организацией подвоза. У нас за последние 3 года закуплено более 120 новых школьных автобусов. Мы уже в этом году перешли к тому, что мы уже покупаем не только стандартные большие автобусы, а уже ищем варианты, чтобы сделать подвоз более комфортным для детей, менее затратным с точки зрения финансовой. Если у нас по маршруту, например, достаточно продолжительному нужно подвезти 5 деток, то не надо отправлять 28-местный автобус. 2 года подряд мы решаем вопросы по оборудованию пищеблоков. В этом году начали менять оборудование в пищеблоках в детских садах. То есть в этом году более 5 миллионов рублей будет затрачено на подготовку учреждений образования именно пищеблоков к новому учебному году. Это колоссальные денежные средства. И уже следующий год, я думаю, что по этой программе мы завершим. У облсполкома выделены серьезные денежные средства районным исполнительным комитетом для приобретения новых компьютерных классов. То есть должно в учреждение образования поступить более 100 новых компьютерных классов. На следующий год мы планируем эту программу, если все у нас получится, тоже продолжить. Нікіціхінская сярэдняя школа, хоць і невялікая, сёлета прыме каля 120 вучняў, з іх трэць будуць прыязджаць з навакольных вёсак. Аднак да новага навучальнага года тут рыхтуюцца адказна і грунтоўна. Мы очень много уделяем вниманию благоустройству нашей территории. Мы в этом году высадили более 500 кустарниковых насаждений для создания живой изгороди. Мы разбили новые клумбы, благоустроили стадион, установив 2 баскетбольные установки. Внутри школы мы также проводили как и косметические, так и капитальные ремонты. Больше уделили внимание, конечно же, прежде всего, думая о здоровье детей, это пищеблоку. И провели там
и косметический ремонт, и устанавливали водосмесители, покраску сделали. Ну, благодаря, конечно, и вниманию отдела по образованию в нашу школу были приобретены и технологическое оборудование, и морозильный ларь, и духовой шкаф. Отремонтированы кабинеты дефектологической службы, социальной службы, воспитательной работы, кабинет методического плана, сама учительская. Уделили внимание, конечно, интерьеру и учебных кабинетов. Обальская сярэдняя школа узорная ў Шумілінскім раёне па ўкараненні інфармацыйных тэхналогій у сістэму адукацыі. На яе базе працуюць 4 рэсурсныя цэнтры па розных прадметах. Да афармлення вучэбных кабінетаў тут падыходзяць крэатыўна. Нават бібліятэка сёння пераўтварылася ў рэсурсны цэнтр і зараз мала чым нагадвае кнігасховішча. В этом учебном году закуплено за счет бюджетных средств в школьную столовую оборудование, установлено ограждение перед зданием школы, ну и частично оказали помощь в проведении покрасочных работ. Очень нас выручает внебюджетная деятельность, которая у нас проводится по различным направлениям, и многие вопросы решаются за счет организации работы в рамках вторичной занятости. В этом году мы шили шторы, ремонтировали школьную мебель и занимались обновлением стендов. Ну а там, где не хватает финансовых средств, там на помощь приходит энтузиазм и умелые руки наших учащихся и работников школы. Ну, во-первых, хотелось бы сохранить все те лидирующие позиции, которые были в нашем учреждении. Это и проектная деятельность на достаточно высоком уровне, поскольку мы много лет занимаемся в рамках республиканского проекта. Это и научно-исследовательская деятельность. Хотелось бы сохранить лидирующие позиции. У нас прошлый учебный год принес победу в областной конференции «Эврика». Это и спортивное направление. У нас достаточно побед по греко-римской борьбе. Мы победители в районной спартакиаде. Ну, наверное, и многое другое. А самое главное, мне как руководителю школы очень хотелось бы, чтобы в нашей школе было всем комфортно и безопасно. Грошы школа зарабляе дзякуючы ўласнаму прысядзібнаму ўчастку. Вырошчваюць трусоў, свіней, якіх рэалізуюць насельніцтву, трымаюць карову, малако ад якой здаюць. Агульная прышкольная тэрыторыя займае 6 гектараў. Организована тут и другостная занятость детей. 4 ученицы, которые занимаются в рамках вторичной занятости. В данный момент девчата зарабатывают деньги. Эти дети являются победителем республиканской олимпиады второго тура. Постоянно являются участниками различных конкурсов, мероприятий творческих, участвуют во всех кружках. Я участвовала в олимпиаде по трудовому обучению, заняла 3-е место. Участвовала в конкурсе «Колядная зорка» и «На добрую память». У нас вторичная занятость. Мы тут шьем, зарабатываем деньги. Мне нравится сюда ходить. Система адукацыі Шуміліншчыны уключае 10 школ, гімназію і 13 яслей садкоў. 1850 вучняў сёлета тут сядуць за парты. Многих трэба подвозить з отдаленных населенных пунктов. Более 80 тысяч рублей было освоено на ремонт кровель, на ремонт классных учебных кабинетов, на ремонт групп в ясли-садах. В этом году учреждением образования приобретено 2 школьных автобуса и 1 газель на 16 мест. К началу нового учебного года все школьные автобусы будут оснащены камерами заднего вида. Ведется большая работа по приобретению электронных средств обучения. В этом учебном году затрачено 60 тысяч рублей и приобретены современные телевизоры с выходом в интернет, ноутбуки, многофункциональные устройства, планшеты. В этом учебном году планируется на базе районного центра детей и молодежи открыть объединение по интересам для обучающихся по робототехнике. В связи с этим на 10 тысяч рублей закуплено соответствующее оборудование. На 27 тысяч рублей приобретено спортивного инвентаря. В общем, все учреждения образования готовы к новому учебному году. Это новые идеи, это новые воплощения, новые результаты, конечно же. Штогод пры падрыхтоўцы аднаго з райцэнтраў Віцебшчыны да правядзення абласных дажынак па добрай традыцыі прыводзяць у парадак і аб'екты адукацыі. Основной акцент все-таки в
преобразование школ мы делаем в тех городах, где проходит ежегодно областной фестиваль дожинки. Соответственно, подтягиваем всю инфраструктуру до максимально высокого уровня. Поэтому Браслав в этом году имеет такую возможность получить обновленные школы после ремонта, модернизации, закупив новое оборудование современное. И, в принципе, у нас уже достаточно серьезный опыт в этом. И надо отметить, что с каждым годом, во-первых, совершенствуется оборудование, как-то выше становятся требования. И каждая школа вновь реконструируемая, она становится гораздо лучше и гораздо насыщеннее по оборудованию. У Браславе сёлета змяніліся да непазнавальнасці дзіцячая яслі-сад нумар 3 і сярэдняя школа нумар 2. Каля 1,5 мільёна рублёў былі прадугледжаны на капітальны рамонт і мадэрнізацыю вучэбнай установы. 3 новые спортивные площадки, уличные тренажеры, площадка воркаут, многофункциональная спортивная площадка. Если мы попадаем внутрь, у нас кабинет ритмики, тренажерный зал, новый спортзал. И плюс оборудование, естественно. У нас уже на второй год и компьютерный класс, и лингофонный кабинет. В этом году нам государство помогло приобрести 10 мультибордов. Самое современное оборудование у нас в актовом зале, современное оборудование с программой обеспечением станки в мастерскую, швейная мастерская новая, лазерный тир планируем приобрести. И на базе тогда нашей школы будет действовать межшкольный районный центр допризывной подготовки. Трэці год на Віцебшчыне рэалізуецца праект школы будучыні. Ён прадугледжвае стварэнне ў кожным раёне мінімум адной узорнай навучальнай установы, працэс адукацыі, у якой ладзіцца з прыцэлам на будучыню. Мы поставили задачу перед собой, перед районными исполнительными комитетами к 2021 году в каждом районе создать школу будущего. Это не просто должна быть отремонтированная школа, это школа, которая должна быть оснащена современным оборудованием, современной техникой, чтобы учителя понимали, что есть немножко другое образование, что сегодня темп образования может быть или преподавание отдельных предметов совершенно другой с использованием различных, в том числе и компьютерных технологий. У нас появилось уже практически 300 интерактивных досок и мультибордов. В этом году из серьезных работ, которые проводятся в учреждениях образования, это Браславская, одна из средних школ города Браслава, детский сад номер 3 в Браславе. Это будут современные учреждения образования, которые не будут уступать новостройкам, и учреждения будут обеспечены новой современной техникой. Также серьезные ремонтные работы у нас ведутся в Езерище, Езерищенской средней школе, Бугушевская средняя школа, в Бегомольской средней школе много работ будет сделано. Ну и в целом ряде учреждений образования капитальные серьезные работы будут проведены. Проект «Школа будущего» две составляющих. Первое. Нужно подготовить ребенка, чтобы он соответствовал требованиям того времени и тех знаний, чего мы хотим от него получить. А это уже работа начинается с детсадовского возраста. Это первое. Второе. Мы должны создать материальную базу. Соответственно, лучшее из лучшего, что есть сегодня. Вот такое мое требование. И вы знаете, что мы ежегодно вводим по одной школе, где буквально выполняем все требования педагогов, все, чего они желают, закупки нового современного оборудования, каких-то систем и так далее, для того, чтобы на этой базе, вновь созданной, воспитать уже современного профессионального выпускника. Мы связываем эту работу прежде всего с дальнейшим профессиональным образованием. Мы должны дать знания по последнему слову техники в колледжах, в лицеях наших. Должен выйти абсолютно подготовленный специалист рабочей профессии. Специалист, выпускник вуза, он должен быть готовым к работе, как только он выпустился. Следовательно, мы пересмотрели учебные процессы, мы увеличили время практики, мы даем практику только на лучших производствах.
закрепляем только на лучшее предприятие. То есть это достаточно обширный комплекс работы для того, чтобы не просто студента получить, а лучшего рабочего, лучшего специалиста, лучшего вырастить руководителя. А вот это все в слове «лучшее» и есть это будущее нашей и Витебской области, будущее нашей страны. Тэма дзейнасці сістэмы адукацыі надзвычай аб'ёмная, і мы працягнем яе ў нашай наступнай перадачы. Гаворка пойдзе пра спецыялізаваныя класы ў школах, дашкольныя навучальныя ўстановы, нарматыўнае фінансаванне, будаўніцтва новай школы ў Віцебску ў мікрараёне Білева. На сайце тэлерадыёкампаніі Віцебск vtv.by можна знайсці іншыя тэмы выпускаў перадачы, якія рыхтуюцца да эфіру. А на электронны адрас мы чакаем вашых прапаноў па іх. Сюды ж дасылайце і пытанні службовым асобам па той ці іншай тэме. Гэта была праграма «Аб'ектыўна», у якой мы спрабуем разабрацца ў праблеме аб'ектыўна. Бывайце здаровыя!